Так, всем гуребзи. Все думал, кого же вам записать, как такого героя на 3 пост интересного. И вспомнил про такого героя, как Разор. Сейчас в мете, собираю тауры, почему бы не записать Разора. Еще думал насчет Брюмастера записать, еще раз гайдик на него записать. Также думал про Дарксира и Тимбера. В следующем гайде, ребят, напишите, кого записать. Брюшку, Разора, Дарксира или Тимбера. Кто вам больше нравится? Так, ам, здесь мы берем по-любому левый талант, да. Мы собираемся здесь в грейвсы. Грейвсы, пайпу не уверен, что хочу здесь купить. Знаете, я бы здесь взял вообще яульчики себе. Почему? Потому что, во-первых, здесь Тинкер, во-вторых, Урса. Тинкеру мы позже матрицу поднимаем его, да, а Урсу мы даже ульте поднимаем, то есть мы сейвим. Жмет ульту на Урсе, мы его поднимаем. Все логично. Ну и также Тинкера можно ловить, да, спокойно, без проблем. Так что всем приятного просмотра, ребят. Подписывайтесь на телеграм-канал мой. Стримы, коучи, все там. Так, по закупу, я думаю взять просто себе такой стандартный бай. Да, ничего такого нового, ничего придумывать не будем. Далее берем... Я бы взял, на самом деле, в Рейзментик еще один взял, чтобы быть жирнее в Урсу. И также купил бы, ну, Аркан и Винлейт, да, все по дефолту. Далее выходим в грейвсы. Пайпу я не вижу здесь смысла покупать пайп. Почему? Потому что у них magic дэмэджа, ну, не особо много, да. Я бы не сказал, что Тинкер там прям дамажит сильно. Что, ты сильный игрок на дизе? Поэтому я бы лучше Не. взял грейвсы какие-нибудь, Все равно Йоульчик, сразу в да, и терпенчик, чтобы БКБшечку Пойпу просто. либо ПТ Блэдстоун купить. Вместо того же пайпа, да, можно Йоула взять. Полезнее будет намного. Насчет Вангварда не знаю. Насчет Вангварда, Кримсон Гварда. Здесь, в принципе, его нет смысла в одну урсу покупать, я думаю. Проще выйти просто во второго кора, да, с грифсами такого интересного. Поэтому так и, наверное, соберемся, да. Без проблем, я думаю, будет всё. Так, Ронку забираем. Надеюсь, не убьют. Не должен. Аккуратненько, аккуратненько забираем, да, все. Так, Тангус сразу доводимся. Окей. Ну, по дефолту покупаем либо грейвсы, пайпу в обычных катках, да, там сами решаете, что хотите покупать. Ауры сильные на Разоре, очень сильные ауры. Он отдался за опс. Есть смысл ауры покупать большой, это правда. Так, мы рейнджевик. Слушай, а мы его не нагнем? Я все равно докину. А, ебать, ты в соло? Извини. Так, немного замочу, чтобы мне не мешали разговаривать. Чтобы не отвлекали. Заблочь смол, заблочь смол. Небольшой анлак с зипсом у нас какой-то. Почему он не заблочил смол, непонятно вообще. Похож на Акбайра на все, если честно, максимально Акбайр. Но я думаю, мы справимся со всем. Хорошо, убили. Есть ли смысл брать тут брейсбенд первой шмоткой? Уже не вижу, если честно, смысла.
Я бы взял, на самом деле, вышел просто в ману, манореген. Так, вижу, что Рубик он запулил пачку, я буду здесь. Вот так вот. Тут такая история интересная получилась, а? Заблочь смол им, заблочь смол. Невозможно играть в доту. Что, нормально на Орсе чувствуешь себя? Слушай. Все в порядке у тебя на Орсе? Подставился я здесь, подставился. Я не знаю, у меня просто мудила на Зевсе играет, если честно. Максимальный мудак. Ну, будем спамить дальше, что поделать. Продолжим спамить просто. Но он не выйдет на Урсе, он не тупой. Я бы привез на самом деле себя ласочку. Не хочу. Не хочу бежать домой. Ага, я умер. Алак. Алак. Надо было все-таки тэпку домой жать просто. ТП на рингмастере нажал. Что-то рингмастер большой какой-то. Нет такого ощущения, что он... Ладно, my bad. Плохо сыграл. Во всем виноват Зевс. Ничего не знаю. Зевс руина. Возможно, стоило купить себе брейсбенд пораньше. Потому что маны у меня, в принципе, хватало, anyway. А вот то, что я умирал, это, конечно, неприятно. Ха,
Качаем первый и третий, потому что у нас фарм потенциал очень сильно бафается с первым и третьим. Я очень плохо крипов добиваю еще. Хорошо. Не забываем также про фарм, ребят. Фармим всегда. Фармить надо на Разоре уметь. Да, мы должны всегда почти использовать наши скиллы на фарм. В редких ситуациях мы вообще просто лес бьем. Без скиллов, без ничего. Обычно мы всегда используем максимум наших способностей. Потому что, ну, фармить тяжело, фармить. Фармить на Разоре тяжело, нету фарм слотов, нету фарм потенциала, а мы не покупаем же Mail Шторм какой-нибудь, да? Поэтому мы обычно фармим всегда, чтобы не отставать по темпу, именно ультой. Мы вообще ульту по КД, по идее, жмем просто на крипов. Да, потому что в большинстве случаев наша ульта, она просто используется для фарма. И это правильно, это... То есть не должно быть такого, то что вот я нажал ульту, чисто вот ради драки. Это всегда ульта жмется на фарм, вы фармите, качаетесь, пока все равно ничего не происходит, да, пока никаких файтов не назревает в будущем, в ближайшем, вы фармите. Фарм наше все, ребят, фарм наше все. Также работает наш второй скилл. Опять заметили, вот у меня уже. То есть вот так и фармим, ребят. 2 спота забираем. Третий скилл качаем. Монореген есть у нас. Не стесняемся, качаемся. Так, на карте никого не вижу, заметьте, да, никого. Ну, вот только появился. А, ну все, они все у себя они. Видимо, стаки качают там. Окей. Ну все, мы дальше продолжаем кач наш. Если грейпсы появятся, можно будет выйти покачаться на миде. Ну как покачаться, ближе к миду поиграть просто. Но опять же, там Тинкер, мне, если честно, нету желания особого в этом Тинкера как-то пытаться упираться. Ну все, замедление скинули. Аккуратно вышли. Видеть не хочется, если честно. Отлично, молодец.
Все, жмем ульту на фарм. Не жалеем. Дальше продолжаем кач наш. Заметили, как я много качаю? Вот. Очень хорошая тема. Сейчас подойду, конечно. Го-го, я подхожу. Ага, подошел, ребят. Подошел, проверяйте. Чуть не умер. Так, ладно, дальше качаться надо. Это все файт, это все фигня. Я поздно подошел. Если надо было подходить, надо было заранее подходить уже. Так, до Юла немного осталось. В самом деле, может быть, сделал бы даже Сашу Яшу здесь. Но у меня нету здесь столько голды, чтобы Сашу Яшу замутить. Нам нужен Еул, нужно БКБ какое-то, да? Чтобы драться нормально. Тинкер большой, невероятно уже большой. Большой мальчик. Так. Так, Еул взял. Плазма филд у Рубика. Опасно, опасно, опасно. Все отлично получилось. Всех убил. Все хорошо. Так. Дальше делаем БКБ просто. Да. Ну, файт приняли хороший под вардом. Нормально получилось. Ничего необычного. Главное быть большим всегда. То есть мы всегда качаемся. Опять же, вот пришел в лес, нажал ульту, да. Что в ближайшее время файтов не будет. Когда ульту у нас 70 секунд, это очень мало. Очень мало. Учитывая, сколько у нас ульта длится, это вообще там 30 секунд кулдаун ульты. Мы ее постоянно жмем. Файт приняли, хорошо. Можно покачаться теперь. Тем более, когда у нас ульта работает, у нас, по-моему, третий скилл, он намного чаще.
Да, перезарядка убавляется, третий скилл бьется чаще. Все правильно. Так, хочу здесь взять тамблер стой. И хочу взять скорость передвижения. Руны. Руна в боте надо законтролить, я думаю. Отлично. Берем руну. Опять же, пока никого не видим, качаемся просто. В боте файт какой-то. Тэпаться надо в бот. Я, наверное, умру. Да нет, не умру. Ха-ха. Лаки, лаки. Лаки, мэн. Так, здесь мы берем силу. Почему не атак спид? Ой, почему не урон? Потому что мы не керри. У нас дэмэдж весь идет с плазма филда, с третьего скилла и с ульты. Поэтому, да, поэтому берем мы силу на ХП просто. Сейчас надо купить БКБ, чтобы в файтах вот так не умирать. Просто бежать вперед уже на этого тинкера. Могу его юлить спокойно и так далее. И вообще спокойно драться с ними. Под командой. Потом можно будет взять Агани, можно взять рефрешер, можно взять вообще Шиву какую-то, да. Много чего можно интересного купить. Нету дума у него. Бегу в топ. Гоу, гоу, гоу. Вот и наш Гоу Торментора. Вот и наш, получается, Еульчик работает наш. Сейчас пофармим, докачаем БКБшечку. Вообще можно взять линку здесь. Очень прикольный итем на самом деле. Я даже, наверное, возьму его. Но не сейчас. Хочу сейчас что-нибудь на жир хочу взять себе просто. Какой-то аганимчик, да, вот. Жир плюс дэмэдж хороший. Хороший итем. В принципе, выживаемости у меня уже много слотов на выживание. Мне надо купить слоты на урон. То есть слоты на кор Разора какого-нибудь. Ладно, я бы взял здесь вообще просто Аганим, Сатаник. Аганим, рефреш, Сатаник. Вот такой бы билд сделал здесь. Очень много сейва там. Прям много сейва. Думан дали? Бля, ебать, я даун.
Лучше бои будут замучены. Я не хочу, чтобы YouTube мне зрители резал, пожалуйста, не надо. Ребят, лайканите видос, пожалуйста, прошу. Это очень рекомендации мои бустит. Я буду счастлив. Искренне рад. Ну все, что делаем дальше? Ага, почти собрали. Урсу убить не получилось, прям что-то много сейва там у них. Жестко прям. Рингмастер сейвит. Так, бежим бот. Я вот думаю, что мне купить дальше после Аганима лучше всего. Что-то не могу придумать, что мне лучше купить. Вот, не могу просто придумать. Можно вообще Шиву взять, но хочется какого-нибудь, опять же, этого самого. Жира какого-то хоть. Не, на самом деле Шива прикольно звучит. Можно Шиву взять. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Я убил сам. Ну, пиздец. 24 минута, надо вырезать слово. Матершины. Как бы не забыть. Я пытаюсь бороться со своими порывами эмоций и страсти. Надеюсь, не забуду вырезать момент. Не вижу никого на карте. Да. Ну, меня уже тяжело убить, согласен. Меня уже не просто убить. Если я куплю Шиву, еще будет намного, в 2 раза тяжелее меня убить Шивой. Что, во-первых, меня догонять не смогут, во-вторых, у меня армора дофига. Ну и все, да. Я сам мега быстрый, у меня еще замедление будет. Замедление и урон? Или интервал атак взять? Я думаю, замедление урон. Замедление урон. Почему? Ну, интервал атак, если честно, не знаю. Да, быстро, но... Я просто в этом не особо разбираюсь, если честно. Наверное, и то нормально. Интервал атак, когда вас условно... Тут же у нас... Как третий скилл работает? Когда вас жмут кнопку, эта пассивка срабатывает. Здесь кто может? Тинкер может нажать кнопку, может. Рубик кнопки нажимает постоянно. И это на самом деле прям такая сильная способность, я бы сказал.
И бафает наш третий скилл, бафает вообще нас полностью. Поэтому там уже по ситуации это на самом деле стоит брать. Если ну вот, я не могу рассказать про все билды на Разора, да. Если бы я играл условно в какого-то Пака, Шторма, например, да. Ну, героев, на которых нужен контроль, я бы взял Хекс. Тут, увы, я играю в Урсу с Тинкером, и мне тут достаточно одного Еула, да. На самом деле больно под маршами стоять. Да, мужик вообще, ну, не тут. Го развернем их. Сейчас на варде вот тут. Увы, не хватило. Увы, ях. Ладно, нужен рефрешер мне здесь. Не хватает рефа. Я чувствую прям, что не хватает БКБшки второй. И шарда какого-нибудь не хватает. Еще не хватает нулик очень сильно. Почему? Потому что чел меня в коробку надоел прятать от меня. Сколько можно в коробку прятать вообще? Вообще, если я играю через Аганим, надо было, наверное, брать все-таки левый аспект на ульту, да? Если я играю через Аганим. Наверное, тогда это было бы правильнее. Но я пиво разлил случайно и взял правый. На 25-м Плазмофилд мега сильный талант на самом деле. Ну и левый талант очень сильный. И вот думай, какой хочешь взять. Я вот честно пока не уверен, какой брать лучше стоит. Пока есть свободное время, качаюсь просто. Мне нужен рефрешер, чтобы этого тинкера убивать.
Отлично, пушим. А я его в Юла поднял. Я его в Юла поднял, и он не вернулся. Ну все, мегасы есть. Все, фришная каточка на разорчике, да, ребят. Ничего вроде такого выдающего не сделал. Пару файтов выиграл только на медиа. С грейцами и все. Я повторяюсь, много билдов разных. Очень такой ситуативный персонаж. И в одном видео не рассказать, что куда лучше всего покупается. То есть тут надо уже головой просто подумать и решить, да, что будет лучше, что хуже будет. Все, ладно, всем спасибо за просмотр, ребят. АВГ ПТС здесь 7000. 7 косарей. 7100. ID игры сейчас покажу вам. Оставлю, если захотите посмотреть. Вдруг. Вот ID игры. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, кого следующего записать. Все, всем удачи.